Пасля нядаўняга поспеху спектакля «Прымакі» новы драматычны тэатр зноў звярнуўся да нацыянальнай драматургіі. Чарговая прэм'ера «Камедыя» па п'есе Владзіміра Рудава, якую ён напісаў паводле твораў беларускіх аўтараў Каэтана Марашэўскага і Францішака Аляхновіча. Тэатралы могуць памятаць аднайменную пастаноўку пачатку 90-х гадоў Андрэя Андросіка, якая амаль 30 гадоў не сыходзіла з тэатральнай сцэны. Свой погляд на п'есу на гэты раз прадставіў мастацкі кіраўнік новага драматычнага Сергей Кулікоўскі. Наколькі запатрабавана сёння айчынная драматургія? Якія праблемы падымае простая, амаль анекдотычная гісторыя? У нашай размове з рэжысёрам. Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Комедия Владимира Рудова. Произведение, которое уже ставилось неоднократно на белорусской сцене, проходило с аншлагом в других театрах. Самому произведению около 200 лет. Вы взялись за этот материал? Значит так, во-первых, много лет уже не идет. То есть мне повезло, когда мы вспомнили, что со 2-го года не идет. В Молодечно шло где-то года до 15-го, а в Минске не идет со 2-го года. Материал очень хороший, и пока никто не взял, мы взяли и сделали. Потому что все, «Прымаки» все попереставляли уже. Когда возник вопрос какого-то белорусского материала, нам вообще в этом сложность была, потому что театр русскоязычный. И на мове мы играли этот «Трибунал» лет, наверное, 10 назад, в 19 году он закончился. И вот год назад «Прымаки». Боялись тоже, а пойдут ли на белорусский язык. Пошли. И материал хороший, он хороший. Он при прочтении, может быть, кажется скорее таким, как беллетристика, что ли, ну такой, как бы не представляешь, что можно сделать, а на самом деле такие пьесы, они легче всего ставятся. То есть у тебя полная свобода. Ну, поскольку вы знаете тот спектакль, который уже с 2002 года не идет, и есть те зрители, которые его также помнят, то ваш спектакль должен отличаться, чтобы не сказали, это просто полностью перенесли. И поэтому мысль — это не реконструкция, это совершенно новый спектакль. Даже принцип существования там другой немножко, чем был у Андросика. Ну, а вообще режиссер боится повториться и скажет, что его словят на том, что это взаимствовано вот из того спектакля? Нет, а что тут бояться? Бояться нечего, потому что если что-то ты какое-то видишь движение там свое, индивидуальное, то как бы ничего не произойдет. А что касается повториться, мы все равно все заимствуем. Так или иначе мы заимствуем все, и в литературе, и в музыке. Это есть заимствование. Но это не плагиат, это заимствование, цитирование. А вот сюжеты, которые возвращают вот нас на несколько столетий назад, режиссер всегда пытается найти какие-то параллели с сегодняшним миром. Не пытались. Значит, мы ушли больше в такой, называется, я написал «Лубочная история», а у него написано «Сцены селянского жития». То есть это не совсем реалистичный спектакль. Мы перенесли все это в область сна. Там ни телефонов, ни компьютеров, ничего там не появляется. А темы, которые актуальны? Тема актуальна, там она же как эпос, да? Там же всегда как бы вроде анекдот, а тема все-таки серьезная какая-то есть. Здесь какая тема серьезная? Что нужно человеку уметь нести ответственность за свои слова, за свои поступки, за своих ближних. Просто это в комедийной форме, в анекдотичной. И за этим анекдотом все равно вырастает вот эта проблема. А как вы думаете, вот чем он зацепит-то и почему придут? Ну, во-первых, это смешно. Во-вторых, это весело. Достаточно красочно при небольшом количестве затраченных средств. Художник, лауреат театральной последней премии Малашенко Лида. У нас будет дебют балетмейстера, режиссера по пластике. Это Андрей Токарев, это балетмейстер госансамбля. Он первый раз работает с нашим театром. Артисты очень довольны, скачут там как сумасшедшие. Он предлагает очень какие-то такие вещи, которые помогают образу. То есть он вникает, он не просто поставил номера там какие-то, а он идет от образа, от литературы, от моих пожеланий и от характера актера. Мы сейчас в конце сезона сыграем несколько раз, да. А потом он отлежится за лето, я надеюсь, что с сезона он пойдет хорошо. Друзья, приглашаем всех в новый драматический театр на новый спектакль «Комедия».